Доброе утро, Республика! В эфире программа «Новый день», пятница, 9 августа на календаре. И сегодня отмечается, конечно же, неофициальный, но, тем не менее, очень приятный праздник, День воздушных поцелуев. Поэтому от себя лично я посылаю вам свое прекрасное настроение и всю свою любовь для вас, наши дорогие преданные телезрители. Также сегодня среди праздников Всемирный день книголюба. Для многих людей чтение является, пожалуй, основным хобби. Отрадно, что увлечение не требует какой-то особенной подготовки, экипировки и затрат. Ну, разве что денежных для приобретения той или иной книги. А также, начиная с 1994 года, отмечается Международный день коренных народов мира. В настоящее время общая численность коренных народов на нашей планете составляет примерно 370 миллионов человек, которые живут более чем в 90 странах, и каждый имеет свою культуру и язык. В России сегодня насчитывается более 40 коренных малочисленных народов, и главным вопросом, пожалуй, стоит сосредоточить внимание на действиях в защиту прав коренных народов и в поддержку улучшения их положения. Каково же положение сегодня с погодой, узнаем прямо сейчас. Прогноз погоды на канале НВК Саха. Итак, сегодня в центральных Улусах в 6 часов утра температура воздуха составила плюс 15, плюс 16 градусов. Днем ожидается 21-23 градуса. В Заречье утром плюс 13, плюс 17, днем плюс 17, плюс 23. В Южных Улусах плюс 16-18 утром, днем плюс 25, плюс 27 градусов. В Вилюйских Улусах утром плюс 11, плюс 16, днем плюс 21, плюс 25. В Нижнеленских плюс 13, плюс 15 утром, днем плюс 17, плюс 19 градусов. В Западных плюс 15, плюс 16 утром, а днем плюс 24, плюс 26. В Колымаге-Дигирских плюс 14-19 утром, днем до плюс 24 градусов. В Янских плюс 11, плюс 14 утром, днем плюс 13, плюс 19. В Северо-Западных утром плюс 9-13, днем плюс 11 и местами 24 градуса. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила плюс 12 градусов. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Днем в городе Якутске ожидается небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха составит плюс 21, плюс 23 градуса. Что ж, солнце этим утром нас только радует. Очень надеемся, что все будет хорошо. Далее передаю слово своим коллегам из информационной службы. В эфире новости и главные события к началу дня. В студии Василий Радченко. Здравствуйте. Бизнес-делегация 5 индийских штатов посетит Дальний Восток в преддверии Восточного экономического форума 2019. В этом году Индия станет страной-гостем. 12 августа в кампусе Дальневосточного федерального университета пройдет пленарное заседание в рамках деловой комиссии. В мероприятии примут участие заместитель председателя правительства Российской Федерации и полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, министр торговли и промышленности Республики Индия Пиюш Гаял, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов и другие. Запланированы выступления глав дальневосточных регионов о перспективных направлениях российско-индийского сотрудничества. На повестке угольная промышленность Камчатки, проекты в сфере нефтегазохимии на Сахалине, потенциал сельского хозяйства в Амурской области, проекты деревообрабатывающей отрасли в Хабаровском крае, сотрудничество в алмазогранильной отрасли с Якутией, а также развитие туризма в Бурятии.
Операторы мобильной связи расширяют сети 4G в Якутии. Это связано с увеличением населенных пунктов республики, подключенных к оптоволоконным линиям связи, поскольку именно оптика дает возможность подключения к высокоскоростным каналам и модернизации базовых станций мобильных операторов до стандарта 3 и 4G. Как сообщает Мининновации региона, строительство ВОЛС ведется сразу в Горном, Верхневилюйском, Нюрбинском, Усть-Майском и Татинском районах. В республике практически все якутяне имеют доступ к сотовой связи, при этом в зоне охвата ЛТЕ проживает порядка 65% жителей, а 3G – 78%. Поэтому в целях устранения цифрового неравенства ведется планомерная работа по запуску сетей 3-го и 4-го поколений в районах республики, где есть доступ к наземным каналам связи. Комфортные условия проживания для пожилых и инвалидов. В 4 пригородах Якутска благоустроили дома ветеранам войны, тыла и инвалидам 1-й и 2-й групп. Улучшили условия 20 семьям, которые живут в Хатасах, Тулагина, Магане и Табаге. Установили септики, душ и ванну. Все это бесплатно. Им оказали единовременную выплату в размере 150 тысяч рублей. Для этого из городского бюджета выделили более 3 миллионов по программе благоустройства домов ветеранов и инвалидов. До этого в рамках социальной поддержки муниципальной программы предусматривалось, например, в 2018 году было предусмотрено 3 миллиона рублей, но материальная адресная помощь оказывалась в размере 50 тысяч рублей. Это на капитальный ремонт внутри помещений. Таким образом, в прошлом году было охвачено 60 человек. В этом году, так как это полное благоустройство и по смете расходов необходимо было по 150 тысяч, мы охватили 23 наших пожилых людей старше 70 лет. А в Алекминске мастер-класс для детей провела якутская художница Кыдана Игнатьева. В Алекминск Кыдана прибыла, чтобы приукрасить город. В ходе мастер-класса художница рассказала детям об искусстве и арт-объектах республики. Ребята попытались изобразить одну из картин Кыданы «Девушка на велосипеде» через свою призму. Авторам лучших рисунков Кыдана отметила призами. Я сама очень рада, что пришло так много детишек, около 40 или 50. И все мы за 1 час нарисовали эскиз моего мурала. Все нарисовали свою фантазию, как видят девушку на велосипеде. И есть очень талантливые дети, которые сделали классные эскизы. На этом у меня пока вся информация. Спасибо за внимание и хорошего вам дня. На сегодня ситуация складывается следующим образом. С начала этого года на территории Алданского района зарегистрировано 45 лесных пожаров. На сегодняшнюю дату действующих пожаров осталось 11. 1 локализован. Ведутся работы по тушению, сил средств достаточно. Учитывая пожароопасную обстановку, сложившуюся на территории района, отсутствие осадков, температурный режим, у меня огромная просьба к населению района в ближайшее время воздержаться от посещения леса. Понимаем, что начался сезон сбора ягод. Немного надо ситуацию выровнять. В ближайшее время, буквально 14-15 числа, на территории района возможен нахождение крупного циклона, который вызовет осадки, и в связи с этим ситуация улучшится. Но на данный момент пока так. Хочу заметить, пожары находятся в удалении от населенных пунктов и не представляют угрозы для населения и объектов экономики. Также ведется постоянно мониторинг воздуха, проб воздуха. На данный момент задымления нет и содержание в воздухе вредных веществ в норме.
Доброе утро. Мы продолжаем наш эфир. Якутия является самой большой административно-территориальной единицей не только России, но и мира. Но это совсем не мешает развивать на территории нашей республики пчеловодство. На пасеке пчеловода-энтузиаста побывала наша съемочная группа. В советское время пасеками занимались при колхозах. Сегодня же производством якутского меда занимаются в основном пчеловоды-энтузиасты. Так, в местности Первый Хомустах Намского улуса уже 5-й год развивает свое небольшое пчеловодческое хозяйство Илья Макаров. Я начал с того, что начал строить ульи, вот такие деревянные ульи. Здесь в Якутске тогда еще никто не делал. Вот, ну и покупать где-то просто времени, как бы финансов не было. Ну и решил заодно как бы своими руками ощутить, что такое улей, как она делается, как строится. И начал строить. И в тот год как бы взял 2 семьи и пошло-поехало. Известны несколько пород медоносных пчел, способных выдержать непростые природные условия Якутии. Это среднерусская, башкирская и дальневосточная породы. Якутские медоносы самые экологически чистые, а потому польза их несомненна. Мои пчелы это в основном все алтайские пчелы были. Вот. Из Алтая привезли. Только вот в этом году вот мы пробуем карнику чистопородную. Еще друзья привезли. В этом году только привезли среднерусскую породу из Башкирии. Тоже будут пробовать. У Ильи Макарова, если в первый год было всего 2 семьи, то сегодня их больше 40. Каждый год, признается, с нетерпением ждет сбора, чтобы полакомиться натуральным медом. Также его продукцию можно найти на осенних ярмарках урожая. Когда мед созревает, они, видите, вот сверху опечатывают тоже тонким слоем воска. Вот, хорошо, скоро будем откачивать. Довольно-таки увесистый. Обычно, если полномедная рамка, да, то это 3 килограмма меда. Вот это уже мед запечатанный. А это еще не запечатано. Ну, этот мед уже готов к откачке. Сейчас попробуем. Так сладко вообще, супер. Мария Павлова, Андрей Рукавишников. Новый день. Первый Хомустах, Намский улус. Персональная выставка одного из самых известных российских живописцев нашего времени, заслуженного художника России, академика Российской академии художеств, профессора Никаса Сафронова «Лето впечатлений» по многочисленным просьбам жителей Якутска продлена до 11 августа. Прибывшая из самого сердца нашей страны уникальная выставка удивит своей многогранностью, разнообразием каждого посетителя. Это настоящее яркое культурное событие для якутян. Посетив ее, вы ознакомитесь с различными периодами творчества маэстро. Здесь представлено более 100 живописных и графических произведений различных жанров. Не упустите свой шанс прикоснуться к высокому искусству, творчеству настоящего маэстро живописи. В Национальном художественном музее до 11 августа включительно ждем вас, любителей искусства. Певица Саина известна нам своими успехами не только на якутской эстраде, но и на мировой сцене. А в этом году ее Центру развития человека исполняется уже 2 года. Проект успешно развивается не только по направлению вокала, но и по занятиям рисованию, обучению английского языка, а также постоянными тренингами известного мотиватора Жаната Жусупова. В честь дня рождения Центра якутяне снова могут принять участие в ставшем известном проекте «Перезагрузка». Это правда, что вы поете на 20 языках? Правда? На протяжении нескольких лет Екатерина Савинова, известная как Саина, представляет нашу республику во многих городах России и странах земного шара. Недавно певица вернулась из Нью-Йорка, где выступила на форуме ООН по вопросам коренных народов мира.
Также в этом году Саина вошла в состав жюри всемирно известного вокального проекта на телеканале «Россия» «Ну-ка все вместе», где свои невероятные таланты демонстрируют лучшие исполнители разных стилей и направлений. Я хочу сказать ей огромное спасибо за ее такую интеллигентность, за потрясающий талант, за любовь к каждому герою, который выходил на эту сцену. А за последние 2 года артистка успешно реализовалась как руководитель, открыв одноименный центр развития человека. Как признается певица, в начале работы были сложности по подбору своей команды и ее управлением. Но благодаря встрече с мотивационным тренером из Казахстана Жанатом Жусуповым Екатерина поняла свое назначение. Под его, так скажем, контролем я научилась этому интересному делу для меня. Оказывается, мое предназначение – это вот руководить, объединять, сплачивать людей. И у меня это получается хорошо. Даже за 22 года я вот сейчас пою как певица Саина, но мне нравится больше организовывать. Поэтому мне интересно вокал преподавать, приглашать из разных городов и стран преподавателей. И я думаю, что если это востребовано, мы будем расширяться. Эффективным показал себя проект «Перезагрузка» от международного мотивационного тренера Жаната Жусупова, которого сегодня хорошо знают в Санкт-Петербурге, Москве, Татарстане, Бурятии, Казахстане, а теперь и в нашей республике. За эти 2 года его полюбили не только в Якутске. Свои тренинги Жанат провел в городах Мирный, Нюрба, Вилюйск, в селах Намцы, Хатасы и Тулагина. А в Намцах был проект социальный, поддержал нас глава Улуса, и мы провели тренинг прощения для тех, у кого трудные жизненные ситуации, ТЖС. И вот мы впервые провели в Улусе, и вообще-то, если бы мы работали, сотрудничали с социальными, так скажем, отделами, то, я думаю, у нас было бы очень много результатов. Уже 2 года мы проводим якутские эти мероприятия, тренинги, и уже есть положительные результаты, положительные отзывы. Поэтому, если вы еще не прошли, если есть у вас знакомые, друзья, родные, приглашайте. До скорой встречи. Пока-пока. С 15 по 25 августа якутян ждут все известные, а также новые тренинги Жаната Жусупова. 15 августа приглашаем на генеральную уборку души, тренинг прощения. 16 августа вы получите практические методики для восполнения энергии жизненной силы на тренинге «Техника накачки энергии». 17 августа поговорим о деньгах и о том, что они есть везде и всюду. 18 августа домашний шоу-тренинг «Он и она». 19 августа о влиянии силы, мысли и слова при постановке и достижении цели. С 20 по 22 августа тренинги о самом важном, что есть в жизни – о здоровье. 22 и 23 августа научимся выступать на публике. 24 августа узнаем, как найти свое предназначение. 25 августа ждем тех, кто знаком с техникой накачки энергии Сурья Намаскар на технику «Железная рубашка». Место проведения тренингов – шахматный центр по улице Ярославского, 19/2. Запись по телефону. Ждем вас. Не упустите шанс изменить свою жизнь к лучшему. Миллиончиков 20, наверное, хватит, я думаю. Здоровье. На первом плане. На втором? На втором, чтобы дети были здоровые, счастливы были, наверное, да? Близкие, чтобы были здоровыми. Это самое главное сегодня. Чтобы был мир на всей земле. Да, все были здоровы, счастливы, все улыбались люди. Да, чтобы дети, наверное, здоровы были. Семейной любви. Чтобы все в семье было хорошо. Вот это самое главное. Чтобы дети были здоровые, жена была здорова. Это самое главное. И работа была обязательно. Чтоб не было войны, наверное. Потому что у меня сыновья, 2 сыновей. И я вот по этому поводу очень переживаю. Мир во всем мире. Если моим детям хорошо, то я уже полностью счастлива. День. А если вы еще не присоединились к числу поклонников зеленого чая, то вот вам несколько веских причин сделать это и начать пить его каждый день. А ведь не зря его называют лучшей таблеткой для ясного ума. Подробности далее. Зеленый чай – это защита от ожирения.
обладает свойством ускорять метаболизм и препятствует поглощению жиров. Поэтому в следующий раз, поедая порции углеводов, выпивайте 1-2 чашки зеленого чая. Также зеленый чай защитит ваши глаза. Антиоксиданты, содержащиеся в зеленом чае, могут защитить вас от глаукомы и других распространенных глазных заболеваний. А если пить зеленый чай одновременно с антибиотиками, то он способен втрое увеличить их эффективность и бороться с бактериями. И самое главное – это защита мозга. Зеленый чай способен увеличивать выработку клеток мозга, улучшая память и пространственное обучение. Многие исследования показали, что зеленый чай полезно пить тем, кто хочет защитить себя от потери слуха. Как известно, с годами слух ухудшается. Причина этому – свободные радикалы, которые вырабатываются организмом в ответ на громкие звуки. А нейтрализовать воздействие свободных радикалов и защитить слух от губительного воздействия шума и громких звуков может ресвератрол. Поэтому, чтобы защитить себя от потери слуха, ученые рекомендуют чаще пить зеленый чай. Доброе утро! Начиная с этого дня вплоть до 11 числа по всей республике пройдут праздничные мероприятия, посвященные Всероссийскому дню физкультурника. В Якутии в эти дни насчитывается проведение 88 различных физкультурно-массовых мероприятий и в 15 улусах и районах республики, 45 мероприятий в спортивных учреждениях. С основной программой мы сегодня ознакомимся с нашими гостями. Рада представить вам первого заместителя министра по физической культуре и спорту Республики Семена Чердонова и руководителя физкультурно-оздоровительного клуба по скандинавской ходьбе «Стимул» Матвея Лыткина. Семен Сергеевич, Матвей Иванович, доброе утро. Доброе утро. Семен Сергеевич, праздник, не секрет, что он объединяет все поколения. С какого года он проводится в нашей республике? Я отмечу, что День физкультурника у нас в России отмечается уже 80-й раз. Это юбилейное мероприятие. В связи с этим огромное количество физкультурников, спортсменов нашей республики поучаствуют, вот, как вы сказали, в 88 мероприятиях по всей республике. Также мы завтра в 11 часов открываем именно День физкультурников на стадионе Туймада. Будут проводиться соревнования по скандинавской ходьбе, будут проводиться мастер-классы по различным видам спорта. Также по городу Якутску пройдет игры по баскетболу, ну и по игровым видам спорта, пляжная борьба и также силовые виды спорта. Все наши физкультурники, спортсмены выйдут и, как говорится, проведем праздник на ура. Так, и, конечно же, я хочу, во-первых, поздравить всех жителей нашей республики, всех тренеров, учителей физкультуры, спортсменов и любителей спорта с этим знаменательным праздником, Днем физкультурников. Но становится ли желающих заниматься физкультурой больше в нашей республике? Не секрет, что у нас один из таких регионов, который все-таки поддерживает спорт. Да, правительство Республики Саха-Якутия очень сильно поддерживается физкультурой и спорт. Строится очень много объектов спорта. И с каждым годом увеличивается тех людей, которые занимаются физкультурой и спортом. Сейчас в данный момент от числа жителей нашей республики 38,9% занимаются физкультурой и спортом, оздоравливают свое тело и дух. А мы по национальному проекту должны до 2024 года достичь 55%. Это каждый второй житель нашей республики должен заниматься именно физкультурой и спортом. Поэтому всех жителей призываю заняться физкультурой, спортом и любить спорт. Матвей Иванович, также известно, что в рамках Дня физкультурника пройдут вторые республиканские соревнования по скандинавской ходьбе. Говорит ли это о том, что скандинавская ходьба один из наиболее популярных физкультурно-оздоровительных направлений? Во-первых, позвольте поздравить всех жителей республики с Днем физкультурник, физической культуры и спорта. Это праздник красоты, здоровья, здорового духа.
Ну а то, что касается скандинавской ходьбы, она действительно сегодня очень популярна в нашей республике. Нет деревни, где не ходят. Но я хотел бы, цель задачи физкультуры и спорта – это здоровье, предупреждение, профилактика различных заболеваний. Поэтому самое доступное сегодня – это ходьба. И мы завтра проводим вторые соревнования, хотя люди в возрасте неохотно идут на соревнования, но тем не менее это новое направление для молодежи, для будущего нашей республики. Поэтому мы призываем всех завтра в 10 часов, стадион Туймада. Будет это единственное соревнование, на которое человек выходит с улыбкой на лице, потому что ходить надо. И приглашаем, приедут с улусов, Амгинский улус, например, приедет. В прошлом году большая команда была. И сегодня Хангаласский улус заявился тоже, да, поэтому мы ждем гостей, будет очень интересно. Приглашаем всех любителей просто посмотреть и участвовать. Матвей Иванович, а какие планы сегодня стоят у движения, да, скандинавской ходьбы? У движения очень большие планы, потому что правительство Российской Федерации признало видом спорта, это скандинавская ходьба, под видом северной ходьбы. Поэтому у нас большие перспективы. Мы уже будем участвовать в этом году уже 3-й раз на Кубке Москвы. Это, по сути, чемпионат России. И отбирая эти соревнования будут отборочными. Как бы мы выбираем наилучших. Есть среди ветеранов наших очень хорошие ходаки, очень быстро ходят. Поэтому я надеюсь, что в этом году мы тоже будем в призерах на всероссийских соревнованиях. А среди участников только ветераны или есть вообще молодые ребята? Ограничений нет. До 36 это молодежь и 5 возрастов еще выше, по 10 лет. Поэтому будет как бы разделение. Каждый получит соперника по своему достоинству. Давайте еще раз поздравим, да, Семен Сергеевич. Ну, в нашей республике очень любят спорт, очень ценят спорт. Все виды спорта для нашей республики это большое достижение. И, как говорится, я еще раз поздравлю всех жителей с Днем физкультурников и пожелаю всем здоровья, счастья и чтобы всегда были здоровы и занимались физкультурой и спортом. Что ж, огромное вам спасибо за участие в нашей программе. Я желаю и вам здоровья, и с наступающим праздником. До встречи в понедельник.